Четверть населения села Подольск Хайбулинского района уже переселились. Речь о тех, кто получил выплаты. Остальные, а это порядка 290 домовладений, будут расселены до 2030 года. Я напомню, что это связано с реализацией одного из крупнейших проектов страны по разработке медного месторождения. Залежи располагается прямо под Подольском. Жителям, в свою очередь, на выбор предоставляют возможность получить выплаты, квартиры или дома в новых микрорайонах. По каким критериям идет расчет, что говорят местные и какие комментарии дают представители добывающей компании, расскажет Артур Шамсудинов. Дом с 1961 года. Ну, все-таки старый уже, наверное, да? Ну, старый, конечно, дом, но мы сами благоустраиваем всю дорогу его. Впрочем, даже несмотря на косметический ремонт и бережное отношение, дом, как ни крути, морально устарел. В этой квартире Тамара Щекотурова живет более полувека. На условия хоть и не жалуется, понимает, держаться здесь не за что, а потому к будущему переселению пенсионерка относится спокойно. Ну а что ловить-то? Работа людям здесь будет. Моложе нас же ведь работать нужно где-то. Работу дают люди. Как не переселяться? Надо. Это же хорошее дело. Возможно, поэтому многие владельцы квартир уже давно переехали, продав свои квадратные метры инвестору. Те, кто остался, тоже не против. Был бы достойный вариант. Располагается 3 дома, соответственно, по нумерации идет дом номер 2, дом номер 3. И здесь непосредственно вот разработка грунта ведется под дом номер 4. Участок между домами благоустраивается. На этой площадке в райцентре, селе Акьяр, уже начали возводить новое жилье для жителей Подольска. Те, кто решит переехать в новые квартиры, не прогадают, уверяют строители. По их словам, условия здесь будут гораздо лучше тех, в которых люди живут сейчас. Предоставляемая площадь не ниже. Квартиры будут комфортные, соответственно, по квадратуре, если рассчитать, то однокомнатные квартиры у нас только имеют 36 квадратов. Это улучшенная планировка. Первый строим номер 2, 4 с ориентировочным вводом в эксплуатацию. Это июнь 2025 года. В последующем строительство дом номер 1 и дом номер 3 с вводом в эксплуатацию. Это октябрь 2025 года. И белим, и красим, и убираемся, все чистим. Во дворе у нас всегда красиво, хорошо, чисто. Не жалко переезжать отсюда? Жалко. Жалко. Мы бы не хотели, если вот это не переселение. Гораздо сложнее с владельцами собственных домов. Хазина Радаева родилась в Подольске, сюда же привезла и супруга. Хозяйство у женщины обжитое. Бросать, конечно, жалко, но если куда-то и переезжать, то только в дом, говорит женщина. Чтобы у меня и баня была, участок был. Без участка как? Все надо сажать. Кушать что-то надо будет. Так что только дом. Ну вот дом, допустим, дадут совсем вот, с участком, с баней. Вы готовы переселиться? Готовые. Мы готовы, да, мы готовы. Потому что тут все равно же оставаться никак. Альтернатива в виде переселения в частный дом – это второй вариант, который предлагают в меднодобывающей компании. Буквально в 3 километрах от текущего Подольска построят новый поселок. Участок, как говорят, уже выбран, разработан генплан. Специалисты ведут проектные работы. Планируется построить многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома и дома блокированной застройки. Кроме того, мы планируем построить социальные объекты, школу, детский сад, фельдшерский акушерский пункт. Но вариант даже с предоставлением собственного дома устраивает не всех. Кто-то из жителей, например, недоволен месторасположением будущего поселка. В сторону Макан? Да, где-то там. В сторону Макан тоже не поедем, потому что это земля, как сказать, бракованный, что ли, или солонец там. Там ничего не растет. Зимой и летом там болото. Те, кто по каким-либо причинам не готов к обмену по системе 1 к 1, могут претендовать на выплату компенсации. Суммы у всех разные. Дамир Вагазов, например, оценил свое домовладение с учетом всех построек и насаждений в 15 миллионов. В одном из объявлений собственники и вовсе запросили 26 миллионов, что вызвало недоумение даже у местных жителей. У остальных оценки скромнее. Сколько оцениваете ваш дом? 8-7 миллионов, не меньше. Почему именно на такую сумму? Ориентируюсь на цены в окружающих, например, населенных пунктах. Под Уфой, допустим, такие же цены. А вы думаете, в Акьяре там дешевле? Вот райцентр наш. Почем там дома? 6-7 миллионов тоже просят. Вот в Акьяре цены взлетели в связи с Подольском, то, что вот идет переселение. Цены очень сильно взлетели, и там, допустим, за 3 миллиона нереально дом купить.
Даже за 4 миллиона нереально дом купить. Там такие цены уже как даже в Уфе, наверное. 5-6 миллионов дома стоят. Рамиль Ишмухаметов, можно сказать, запрыгнул в последний вагон. Мужчина взял выплаты 2 года назад и успел купить новый дом в Окьяре еще до подорожания. Как раз на эту сумму подошло, все нормально. Мы приобрели сразу. Сумма устроила. В то время цены еще приемлемые были. За это все нормально. Не жалеете, что переехали оттуда? Все-таки там еще люди живут? Нет, я с 13 года здесь в Окьяре работаю. Ездил, работал, и сейчас вот приобрел и здесь и работаю. В Подольске 374 домовладения, включая квартиры. 1/4 часть на данный момент уже расселили. Их владельцы получили выплаты и уехали. Узнать такие дома несложно. На них висят вот такие красные таблички. Объект находится под охраной, то есть фактически принадлежит меднодобывающей компании. Вопрос оценки, конечно, субъективный. Как говорят специалисты по недвижимости, факторов много. Например, от материала, от которого построен дом, от площади недвижимости, от места его расположения, от площади земельного участка, от того, какие расходы были вложены в земельный участок. В том числе оценка может зависеть от убытков, которые причиняются собственнику в связи с этим переездом. Подольское медно-цинковое месторождение – одно из крупнейших в России. Здесь планируют добывать порядка 9 миллионов тонн руды в год. Реализация инвестпроекта имеет ключевое значение для всей страны, что уж говорить про район. Это поступление в местный бюджет, налоговый, то есть наша финансовая уверенность на будущее. И в целом мы видим с развитием горнорудной промышленности определенную достаточно хорошую динамику развития нашей экономики. По предварительным данным, порядка 2000 дополнительных рабочих мест будет, с учетом, имеется в виду, смежных дополнительных производств. О переселении Подольска говорят с 80-х годов. Сами жители признаются, давно были готовы к этому. Конечно, наиболее неприятный этап – переезд. Но время, чтобы определиться с вариантом и договориться, еще есть. Переселение намерено завершить до 2030 года. Артур Шамсудинов, Булат Садриев, Руслан Галямов и Мунир Вильданов. Итоги недели. Хайбулинский район.